Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события среды. Плановый рабочий объезд. Глава региона держит на контроле развитие столицы. Защищать Родину. Мотивированная общей целью – защитой интересов России и полным достижением победы. Очередной отряд добровольцев отправился из Грозного в зону спецоперации. Традиции милосердия. Все наборы подготовлены заранее. Социальный фонд Хайра организовал масштабную акцию по раздаче продуктовых наборов нуждающимся. Глава региона продолжает лично держать на контроле реализацию важнейших проектов. В очередной раз с рабочей поездкой Рамзан Кадыров прибыл на огромную стройплощадку, чтобы в сопровождении мэра столицы оценить прогресс с момента его предыдущей инспекции. Результат – высокая оценка и новые задачи. Репортаж Турплали Тайсумова. Современные двухэтажные многоквартирные дома, именуемые таунхаусами, скоро станут уютным жильем со всеми условиями. Глава Чеченской Республики вновь посетил с инспекцией огромную строительную площадку в сопровождении мэра столицы Хасмагомеда Кадырова. Финансовая помощь обеспечивается благодаря общественному фонду имени Героя России Ахмата Гаджи Кадырова. Каждая квартира имеет площадь 125 квадратных метров, а еще рядом будут возведены парки для прогулок и досуга семей и медресе. Есть 200 тонхаусов, 200 семян. Доллаха, тогда 231 тонхаусов, уже заселится один швабу. Поэтому Диха, сиха, детские, мини-футбольное поле, бактечан была парка, парка хрёха, я аур Россия аур خوب آور پارک چوخه مجد حجری آقا نتیسه چجوری مجد دو حجری زلوجی سوت ها بخور قبول انتم پروژهش بول بخوش هر تنها وش وای مگر اتفاقی لام توزگاد آخواتین چور بلخش بخوش دومجا آخواتین وسرو مارت برا مارت آخی شده دوش وان جانور قبولش دو از بالتره نس Полтора-два месяца. Норма, что очень. 231 семья более 1000. Душа Мардо Штина Чуботерга, и что ша тысяча Тудина. Марша Чуада стишу ша. Шадики был больше техники ульшу. فوندو آخر ودي ليتنا ديع الأوبيكش نفلتر ملياردر قرش مجدك حجر بارك شتوخشة قشتي دوخ مليارد ودايوش شادك ويشتغل تكنيك بيل بو آخشة وين عدل ويدو على باتش عمل يدواز وطوبل تنصرف الفوندو شادك ويشك عدل وش صار برنامج نقاط سنة متى تندر اون تا پروبلم شما در اخشدلوت بور سنا تیجوش وچ بول دبی چندینا بیسن بول بیشه بو هور تنها وشاخه 125 квадратів спальнею 6 спальниць детською первый этаж де зала кухня ще санузел шишаю і що удобство ще є качо وعلى كورتي الشعاوشي 60 квадратів من شات каждый на по 125 квадратов а до этажа цену часами локте спальня шо первый этаж де зал кухня ще є ما دست ندارم چون باید بیزن это дола ходил что парк возьмешь дига уже отправил ауру у палестинских катайчана герой черная выпацал. Рамзан Кадыров дал высокую оценку увиденному. По его словам, впечатляет скорость работы задействованных лиц, ведь они создают благоприятные условия будущим новоселам. В таком жилье не будет проблем ни зимой, ни летом. Фонду есть объект чудо, мало даст недавно, чубоды,
شبع سمع دون شيء حسن شو это докум дон так го شيء دين ده دون شو هم خصوصا من الاسكان شو ده دون ده شبع حسن دون هي دون دокум ده دون وسنة ده خدام قاعد بود فنا دون همه دون فوندي دون ده صار ده عشان وي دخل أبيكشون وي طبعا شو أبيكشون وي وش دون قيد قيشوا دون نفسي جوا لون إن تشاستيو جوا نورن تيجي دون رزقة قيشوا دون بلش دون دخل برو خال دون تمنو شو دون سند بعد شوات خود دست دون دعوا دون خال دون إنساني دون أقول لك دون دعوا هذا دون ريد ميسنا دون بود بود هذا دون لا صار يا ما تجا يل поруčeni tok naš čua tong šber deš eso učestvovati naš čua metiljot švat samo holbok šveš už baron hockey išna bezo bo mukota. Как рассказал нам начальник участка Абу Усумов, рабочие трудятся здесь с полной самоотдачей, днем и ночью, причем как мужчины, так и женщины, которые заняты внутренней отделкой. يخدم جرج اشتاق لمنات وعدل ندول شتاقوي هر إسدم بجتي كراسك شتاق دولوي تاق انت ويت أحسن دون شيء صح موضي درس تكشين غلق إيش تسقط يشلا دوش داخ شتوخ ويقصد ديلا بوق تقريبا هو كاجد دماش شي بريغاد شون باب شي باب بنت حال خر دبيالخش يو هنت ميبل شو داخيتو يولن تخن حيين ادولاتش ماشين وجروجاتيش ميبل دماغيتين чисто ويبلخش ليش Судя по темпам работ, у бригад есть достаточное количество техники и строительного материала, чтобы график не нарушался. Строительство добротных кирпичных домов вышло на финишную прямую. В некоторых уже готова внутренняя отделка. Устанавливается мебель. Все они будут высочайшего качества и такого же уюта. А еще руководитель субъекта побывал на участке строительства новой дорожной развязки от пересечения улицы Назарбаева до Узуева. Будущий объект позволит значительно разгрузить движение автомобилистов. Уникальность в том, что регулирование будет бессветофорным, а это колоссальная экономия времени. Оуша хэнц юка цаасвита фориоч оперикроска даем оуша уступак диеш иштиболхлар развяз чакачу я харши давучек шеха канчи давуру цаасвита фориат цега цано овзан бушумадат главное эрвел чанчами чулчу чанна Кат дойш işte его цега это вот я развяз карю эрвел уже сдатина. Следующий этап он уже бурение штайволен, он магар асфальт хавьич его беш побуш да. Я чулари нахан подземный. На это да сетта не дауж но симлой вы дон сетта да дон бет бо вы пани не вы дон юхши дон тан сетта да чай тем пиндер ду дон дим но ауз да дон сабил дон бевас дон дон ди хада на дон я ла дон собри подземный я больше что Все эти благоустройства направлены на повышение уровня жизни в Грозном. Торп, Лолита Исумов, Шамсуди Джабраилов и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Спецназ Ахмат и 245-й мотострелковый полк Минобороны провели успешную операцию на Харьковском направлении. В ходе выполнения боевых задач выявлена и уничтожена вражеская цель пикап, которую неонацисты использовали для снабжения. Глава проинформировал об этом в своем телеграм-канале. Также ликвидирован боевик ВСУ. Операция проведена точно, быстро и без потерь среди наших бойцов. Из Грозного вновь отправилась группа добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Все они прошли полный курс подготовки и готовы к выполнению поставленных задач. Как проходили проводы и какую подготовку прошли бойцы, расскажет Рамзан Абоев.
Стремлением к справедливости объясняет боец с позывным «Фартовый» свое решение присоединиться к специальной военной операции. До этого он работал предпринимателем в Краснодаре, а в зону СВО впервые отправился в 2023. Гибнут дети, гибнут старики, гибнут невинные люди, которые ни в чем не повинны. И сердце щемит, и приходится ехать и добиваться результата и побед, потому что сегодня они там, завтра они будут дальше, а послезавтра придут сюда постучаться в наши двери, а это мы им не позволим сделать. На летном поле Грозненского аэропорта добровольцев провожают представители власти. За их плечами спецподготовка в Российском университете спецназа, где бойцы освоили тактические приемы и навыки оказания первой помощи и ориентирования на местности. Поддерживайте друг друга. Я с утра нахожусь на связи с нашими командирами. Есть очень хорошее продвижение по фронту, очень хорошие результаты. Надеюсь, уверен, что и с вашим присутствием там будут такие же хорошие результаты. От вашего имени, от вашего лица хочу поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который с первых дней участвует, поддерживает во всех направлениях наших бойцов, не только с подразделения Росгвардии, МВД, Минобороны, а также, вы сами знаете, наших дорогих добровольцев. Служить добровольцы будут в легендарном спецназе «Ахмат» Минобороны, а региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обеспечивает их всем необходимым – питанием, медикаментами, техникой и амуницией. Еду уже не в первый раз, уже 4-й контракт, по сути. И для себя я понял только одно – нельзя оставлять родину в обиде. Я готов защитить родину в любом случае и отдать за нее жизнь. Сейчас это 3-й раз у меня. Патриотизм к своей стране, к своей земле. Там очень много родственников, ребят со мной, да, кто был, до сих пор там есть. К ним, да, также. Ну, друзья там, защищать родину. 18 лет исполнилось, только сразу пошел. Предварительно они заключили контракты с Министерством обороны. Это гарантирует им получение всех льгот и социальных гарантий как военнослужащим. Группа сформирована не только из чеченских бойцов, но и представителей других регионов. Значительная часть личного состава уже имеет боевой опыт и вновь возвращается на передовую, мотивированная общей целью – защитой интересов России и полным достижением победы. С начала СВО тысячи истинных патриотов пополнили ряды добровольцев, и это число растет неуклонно. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию – масштабную раздачу продовольствия по поддержке социально уязвимых категорий граждан. Кто получил помощь и как она была организована в сюжете Рабиат Гайтиевой. Бесконечные слова благодарности прозвучали в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны. Благотворительный фонд организовал очередную масштабную акцию по поддержке нуждающихся семей. الله دال دوانتي أغنية ومسكني أشياء عشتل شتل دكتون دال حستي ويسيلا يجوا مخكنين دال ويبتشع دوانتي أم حاجة رمزان وين دقة بعشرش دقة واحد. Объем помощи впечатляет. В рамках акции жителям региона было распределено 140 тысяч замороженных кур, мясо 70 бычков и 400 тысяч буханок хлеба. Патчах водаш тектох колхду мусухена чца кочуш тусмонда قابل ساعدين دال ساعدين جيك دال شيدتين أيماني نسين فاندير مسخين لوش دوتون دال قابل دين دال شيدتين يغيرت سباق شش تيجي ديك نتشين
Поддержка оказана жителям всех районов республики, от равнинных до высокогорных. Ни одна малоимущая семья, в том числе в Шатойском муниципалитете, не остается без внимания. Семьи участников СВО, семьи погибших участников СВО. Моссу районе мелёршил дюзланд хозошу хачошу Аллах дал царь мелдоштолса, анш царь мелдяндолса, анш сениет мадари дал обулдай. Чтобы обеспечить адресность и оперативность, к доставке продовольствия были привлечены волонтеры. Они развозили продуктовые наборы напрямую к домам получателей. Поддержку получили малоимущие и остро нуждающиеся семьи. За нее жители не устают благодарить руководителя фонда и администрацию региона. Любой такой продуктовый пакет, как отмечают люди, не только помогает в быту, но и улучшает настроение. Впереди еще много подобных акций, количество сложно сосчитать. Речь идет не только о продуктовой помощи, но и оказании поддержки во всех сферах жизни. Начиная от предоставления лечения, заканчивая решением коммунальных вопросов. Все для того, чтобы помочь нуждающимся и избавить их от тягот обычной жизни. Рабиат Гайтиева, Сейдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.